руки у российских спецслужб в Крыму развязаны. Они фактически могут делать все, что хотят. Крымских татар хотят просто-напросто там запугать. Сначала наезд, а потом вербовочные предложения. Не на тех вы, ребята, как говорится, напали. Крымско-татарский народ, наш народ, не запугать. Февраль 2014 года. В Киеве победил Майдан. Президент Виктор Янукович бежит из страны. 23 февраля крымские татары в центре Симферополя проводят масштабный митинг. Возле крымского парламента сторонники русского мира формируют отряды самообороны. Крым в преддверии оккупации. 26 февраля перед зданием Верховной Рады проходит сразу два митинга. Крымские татары и проукраинские активисты вышли за территориальную целостность страны, а сторонники русского мира призывают Россию спасти их от украинских бандеровцев. Сторонники Единой Украины победили. Крымский парламент не смог собраться для принятия решений, связанных с отделением полуострова от материка. А утром 27 февраля на крымских улицах появились зеленые человечки. Позже выяснилось, что это был российский спецназ. Административные здания захвачены, а украинские воинские части окружены российскими войсками. Киев молчит. Украинские парламентарии лишь призывают крымчан держаться. Одновременно российские спецслужбы начинают массовую вербовку украинских силовиков, военных и чиновников. Применяя насилие, репрессии и запугивание, принуждают жителей Крыма к сотрудничеству. Полуостров оккупирован. Впоследствии стало известно, что операция по аннексии украинского Крыма началась задолго до февральских событий 2014 года. Большинство из нас на вопрос «чего бы вы никогда не простили» отвечает «предательство». Но изменники всегда были, есть и будут. У предательства нет ни срока давности, ни пола, ни национальности. По данным спецслужбы безопасности Украины, с оккупации Крыма на сторону РФ перешли 90% местных сотрудников СБУ и МВД, порядка 70% служащих вооруженных сил Украины. У всех были разные мотивы к совершению преступления, но причины крылись в человеческих пороках и слабостях. Формы и методы, они по большому счету одинаковые, но в любом случае к любому человеку он изучается, к нему ищется определенный подход. Можно его назвать массовой какой-то вербовкой, когда было всем внушено, что такого государства, как Украина, не существует. У вас есть выбор, либо вы переходите на сторону ФСБ, либо вы остаетесь за бортом. Те люди, которые имели определенные убеждения, они на это не подались и выехали, остались верны своей присяге. Те, которые испытывали какие-то еще меркантильные моменты, для этой категории это было определенным причиной, почему они подались на это. Те люди, которые работают с Крымом, так или иначе, они связываются с тем, что им делают вербовочные предложения. Те, которые переезжают или вообще просто какой-то бизнес ведут, у которых есть что терять. У них есть один выбор. У них один выбор, если они могут отказаться, но тогда они все потеряют. Им тогда скажут: парень или там девушка, вы уже больше здесь не работаете. Девушка в меньшей степени, парням в большей степени относятся. Их бизнес закрыт уже в Крыму, и таким образом уже можно
сворачивать свой бизнес. Это в лучшем случае. А в худшем случае сначала наезд, а потом вербовочные предложения. Шевкет Велиляев – один из тех, кто стал жертвой ФСБ. В украинский период Крыма он успешный бизнесмен. С первых дней оккупации полуострова, как и все крымские татары, выступил за единство Украины. А его брат Энвер Велиляев и вовсе поехал на Донбасс защищать страну от агрессора. Я возвращался с материка в Крым, будем говорить, домой, к своим близким, к семье, где был задержан на КПВВ Джанкой пограничниками. Так началась вербовка. У Шевкета забрали документы, телефон и без каких-либо объяснений продержали несколько часов. Потом на беседу пришли два сотрудника ФСБ. Один славянской, другой кавказской внешности. Я вспоминаю фильмы, еще довоенные, когда стоит одна табуретка, стол и два НКВДшника. Да, будем говорить, вот здесь это ФСБ. Было на столе 3 папки, где в этих папках находился материал на мою семью, лично, я могу сказать, на моего брата родного, на его жену, также на мою семью, на старшего сына. Вот эти двое, которые, один был похож на чеченца, второй как вот россиянин, и с правой стороны была какая-то тумбочка, и чуть дальше там стоял пистолет прямо на тумбочке. Отмечаем такого сотрудника ФСБ, как Раджабов Амир Гейбулаевич. Вот он как раз себя позиционирует в одном случае как свой человек, имеет подходы к крымским татарам и говорит, что я свой, я мусульманин, я вообще против ФСБ, а на самом деле это одна из форм и методов его работы. Готовят уже к тому, что сейчас отец лишится сына, сыну говорят, что не будет уже у тебя отца. Это вот методы такие вот 37-х годов, таких вот сталинских, таких вот жестких этих годов. ФСБ интересовала связь Шевкета с лидерами крымско-татарского народа, информация о гражданской блокаде Крыма и дислокация батальона «Айдар», бойцом которого является его родной брат. Если у нас не получится разговор с работниками ФСБ, то, соответственно, я вышел с территории Украины и, не попав на материк, так как я не прошел пограничный пункт, я могу потеряться вот в этой нейтральной зоне. Это ихние слова. Я обратил внимание, заехала скорая помощь. Ему применили даже специальное вещество, которое вкололи со спины. Ему стало легче, и он более стал разговорчивый и более, так скажем, послушный в этих вопросах. Начали угрожать мне, что мой сын может не доехать до дома, что мой сын может потеряться, а также все члены моей семьи. Что мы им не нужны, и мы можем быть уничтожены, как все остальные, которые пропали без вести крымские татары. Руки у российских спецслужб в Крыму развязаны, они фактически могут делать все, что хотят. Крымско-татарскому национальному движению уделяли значительное внимание. Причем, что работали в разных направлениях, как с организациями, которые формировали меджлис крымско-татарского народа, так и оппозиционными структурами наподобие Милиферка. Во время февральских событий 2014 года член Меджлиса Заур Смирнов вел себя как патриот Украины. Крымские татары сегодня действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет составом Украины». Другого варианта нет. Однако затем стал одним из главных коллаборантов. По данным украинских спецслужб, он был завербован сотрудниками ФСБ задолго до аннексии Крыма. Мы, жители Республики Крым, граждане Российской Федерации. По службе безопасности Украины доподлинно известно, что этот человек был завербован в 2009 году. И как раз таки ему ставилась задача по переформатированию Меджлиса в выгодном для России русле. Есть такой гражданин Российской Федерации Якишин. Через него фактически и произошла эта вербовка в 2009 году. Перед Зауром Смирновым ставилась задача по налаживанию всяческих политических, деловых, культурных связей с Татарстаном. И таким образом завязывали на проекты с Российской Федерацией.
ФСБ обещала многое: деньги, власть и освобождение брата. Родной брат Заура Смирнова Николай в украинский период Крыма был осужден на 5 лет за мошенничество. Родной брат находился в колонии, и ему было обещано в случае того, если он будет все правильно делать, то этот брат будет освобожден. Ну да, доброго. Володь, привет. Не занят, можешь говорить? Нет, конечно. Слушай, вот по своему родственнику хотел тебя спросить, Да. такой вопрос. Там у него же приближается вопрос. Ну, 22-го что? Ну, 21-го, да. Да, И сейчас я разговаривал, там что-то какие-то сложности вроде с тем, кто будет принимать решения. Сейчас я уточню, да, по-моему, Да. никаких сложностей. Да. Ну, потому что с ним там человек общался по работе. Угу. Что-то он там какие-то вопросы, типа вот это так, да это так. Ну, я понял, сейчас позвоню человеку, который там контактирует с начальником этой зоны, и все, думаю, нормально. Я перезвоню, скажу еще к чему. Я говорю, чтобы я в момент не прозевал, а то он не в попад отложит там на месяц, на 2, и потом опять. Я понял, сейчас я это Ага. уточню. Хорошо. Ага, добро, спасибо. Да, Заурага. Да, Володь, добрый день. Здоров. Да, есть время? Да, конечно. Ага, я знаешь, что звоню? Там у родственника завтра в 9 часов мероприятие получается. Так. Вот, ну как-то на контроль тут уже. Не, ну там, Заур, не переживай, там все на контроле. То есть Да? по решению, да. Дело в том, Нормально, что там, да, начальник в курсе, Ага. мы как бы переживаем за человека. Там просто был такой нюанс, что якобы нужно по новому законодательству, там согласие потерпевшей, но она там где-то хрен его знает, в Германии, в Украине, то есть. Ну, я думаю, сомневаюсь, если потерпевшая находится за пределами Российской Ага. Федерации, что кто-то будет Ага. согласие. Основной упор будет на рекомендации мест. Там есть, да, там 2 поощрения с колонии, 1 поощрение с завода этого Войкова. Да? Вот, то есть, как бы. Ну, в курсе. Ну и сам понимаешь, по этому, Мгм. по российскому законодательству нет понятия поселения. Я понял. То есть они как бы, у них выбора просто нету. Ага. Ну да, у него получается в январе уже наступило полсрока. Да, Ну хорошо, Там, ладно, Володь, я ну, то есть на нашей беспокоит. стороне. Да. Не Да. переживай. Хорошо. Как завтра будет там решение? Николай Смирнов на этих кадрах встречает французскую делегацию, которая приехала в Ялту летом 2015 года. Не отбыв до конца срок наказания, он вышел на свободу. Теперь рассказывает пророссийским европейцам, как живется хорошо в Крыму под российской оккупацией. Мы рады, что вы видите, что крымские татары живут в российском Крыму, слава богу. Все. ФСБ работала и со структурами, оппозиционными Меджлису крымско-татарского народа. Сегодня сам Джемилев, ни Чубаров, им не хватило храбрости прийти сюда, чтобы посмотреть вам в лицо. Они отправили... На этих кадрах Руслан Бальбек. Рядом с ним представители организации «Себат». Российские спецслужбы создали, финансировали и использовали эту организацию против Меджлиса еще до аннексии. Тут всплывает фамилия Руслана Бальбека. Этот человек, это креатура Сергея Аксенова. С 2010 года он полностью подконтролен этому человеку и финансировался полностью ним. Скажем, все вот эти акции, которые он проводил против Меджлиса в 2011 году, против Мустафы Джамилева, это были оплачены Аксеновым, и, понятное дело, за этим стояли российские спецслужбы. Россия ведет себя так, как я не знаю, там Вторая мировая война, Германия, но у немцев была идея арийцы и все такое прочее, она идея была, которая потерпела крах. И мы, как уже, не знаю, там потомки всех тех, кто был во Второй мировой войне уничтожен частью был каким-то образом преследован, оклеветан, мы уже это все знали, мы с историков учебников все это понимали. И в том числе и вот эти вот агентурные сети СС или Абвера, все это мы проходили, в фильмах все это хорошо показано.
Почему в России это на сегодняшний день сейчас делается? Да? Это надо будет спросить русских, которые живут в России и которые позволили спецслужбам России, собственной страны, в такую структуру превратиться, которая занимается всем тем, чем занимались немцы во Второй мировой войне. Российские спецслужбы постоянно и разными методами пытались дискредитировать Меджлис. По словам лидера крымских татар Мустафы Джемилева, еще в 2011 году на раскол крымско-татарского народа ФСБ выделило $20 миллионов. На эти деньги в Крыму финансировались фейковые политические структуры, устраивались антимеджлисовские акции. Планы ФСБ по дискредитации Меджлиса ни до, ни после аннексии не увенчались успехом. Поняв, что ничего не добьются, российские власти решили обезглавить крымских татар. В первые же месяцы после оккупации Крыма запретили въезд на родину лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. А чуть позже председателю Меджлиса Рефату Чубарову. У мене є дуже велика проблема, я не розумію російською мовою. Переходіть, будь ласка, на державну українську або на державну кримсько-татарську. Народ, лишенный в Крыму своих лидеров, не сломился, продолжал оказывать сопротивление оккупантам. Весной 2016 года российский оккупационный суд объявил Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Крыма и России. Однако и этого оказалось мало. Лидеры крымских татар, даже находясь на материковой Украине, представляют угрозу российской власти в Крыму. Поэтому завербованному Шевкету Велиляеву ФСБ поставила задачу войти в доверие к лидерам крымских татар и физически ликвидировать их. Мне поставлена задача о том, чтобы я вошел в доверие Ленуру Ислямову, Мустафе Джемилеву, нашим лидерам крымских татар, которые борются в сегодняшний день с этой чумой, так можно назвать. Планы были те, и я им должен был постоянно информировать о планах деоккупации Крыма. Второе, это было устранение Ленура Ислямова, устранение Мустафы Джемилева. Противовес организовать формирование гражданское, чтобы дискредитировать блокаду Крыма, самого и самих наших лидеров. Это не первое предложение уничтожить нас. Здесь действительно мы не боимся. Почему? Потому что настолько мы верим в то, что мы делаем, это все-таки правильно и честно. И даже если мы умрем, и когда-то на самом деле Всевышний заберет нашу душу, это рано или поздно произойдет. Мы все равно будем в любом случае мстить этим русским, если это до сих пор еще оккупация будет продолжаться. И на самом деле, своей потерей жизни, своей смертью, вот именно физической, мы будем в любом случае еще мультиплицированы и растянуты на все флаги, которые существуют. Об этом русские знают. Лидер гражданской блокады Крыма рассказывает, что это не первый случай. ФСБшники уже несколько раз передавали ему приветы из Крыма. Интересно было, на Рамадан люди приезжают к нам и говорят: вот вам передали орехи с той стороны. То есть я говорю: кто передал орехи? Там наши ребята говорят: ну вот передали, с той стороны стоят такие же пограничники, как вы. Вот с той стороны они вам передали орехи, потому что был месяц Рамадан, понимаете? То есть такие хорошие мусульмане передают таким плохим мусульманам, там, которые мы находимся, орехи в Рамадан, понимаешь? Шевкет рассказывает, кроме ликвидации лидеров Меджлиса, ФСБ ставила и другие задачи. Была поставлена задача о том, чтобы я моего брата вывез на территорию Российской Федерации, убедил его в том, что, зайдя в Крым, с ним ничего не будет, под угрозой жизни и здоровья моих родственников, подписать с ними соглашение о сотрудничестве. Вы знаете, вот каждый, кто его пытал, да, вот он, наверное, свою маму бы продал бы. Вот маму бы продал ради своей никчемной жизни. И вот они по себе людей судят. Меня просто-напросто вынудили написать на Ленура Ислямова. Якобы Ленур Ислямов готовил блокаду, морскую блокаду
где закупил какой-то непонятный траулер, какие-то троса, понимаете. И дали фамилии исполнителей, на которых я должен был написать и поставить свою подпись. Но вы представьте человека, который написал на вас не просто донос, а под диктовку то, что вы, вот как вот в Шевке, там, 15.05.15 году, что Ленур Ислямов готовил теракт, купив какую-то лодку, он даже не знает ни про лодку, ни про меня толком ничего не знает. Но он пишет, что он уже знает и дает показания, подписывается. Потом подписывает, что он добровольно обязуется сотрудничать со спецслужбами России, ему присваивают позывной, что очень еще интересно. Человеку дают возможность выбрать себе позывной. И человек так думает, ух ты, выбор у меня такой. И вот он выбирает себе там. Когда я подписывал соглашение, мой псевдоним, согласно версии российской спецслужб, это «Шеф». Вот с этого момента, когда человеку присваивают позывной, он уже подписывает бумагу, они превращаются из таких плохих разведчиков, очень хороших. То есть они его уже берут в свою команду, они уже начинают с ним общаться, там даже могут там денег дать или сигарет дать. То есть человек, в принципе, начинает понимать, что, в принципе, классно, то есть они уже такие дружбаны стали, понимаешь? Только это дружбаны совершенно другого рода. У них была такая версия, чтобы я всем говорил эту версию о том, что меня задержали, потому что не в порядке с паспортом было, понимаете? На самом деле ничего нормального не происходило. Меня тупо занимались вербовкой мною и так далее. Крымские татары не такие. Мы не боимся ничего, мы не боимся смерти. Мы все когда-нибудь умрем. Но как мы умрем и что о нас скажут наши поколения, об этом нужно думать. Подписав соглашение, Шевкет приехал домой и начал думать, как спасти себя и ближайших родственников. Разными путями уже через неделю вся семья Велеляевых была на материке. О вербовке со стороны ФСБ он сразу рассказал украинским спецслужбам. Под воздействием пыток, которые используют российские спецслужбы, человек может дать согласие на свою вербовку, но, скажем, никаких правовых последствий для него с точки зрения украинского законодательства не будет иметь, если он обращается в правоохранительные органы. Там всегда подскажут ему, как выйти из этой ситуации. Для каждого человека будет определенный индивидуальный подход, потому что, чтобы не было, скажем, угрозы жизни как для самого человека, так и для его родственников. Хочу добавить, чтобы никто не боялся вот этих вербовок. Пусть приезжают на территорию материка, объясняют ситуацию, обращаются. Не только есть организации в Крыму, общественные организации. Пусть не боятся, пусть заявляют, афишируют. Это такой чек-ин всего народа. Кто приходит на суды, они отчекинили, они знают, кто это. Кто межис, они знают. Кто общается, они знают. То есть они весь народ готовят к полному подчинению. То есть такие должны быть полностью законопослушные, престолопослушные, коленопреклоненные, такие вот миряне, такие вот, которые потеряют манкурты полностью, потеряют вообще собственную идентификацию полностью. Уже не будут говорить, что они крымские татары, они будут говорить, что мы просто татары. И потом в итоге их потихонечку туда же, в Булгарию, там где вот это вот Булгары, Казань, там вот есть место Булгары, и вот туда, это в центре России находится, вот туда во всех. Все, то есть есть план ФСБшный. Они его потихонечку, так скажем, осуществляют. Шевкет Велеляев не первый и не последний в планах ФСБ. Недавно в Феодосии из своего автомобиля был похищен крымский татарин Эмиль Мухтеремов. ФСБ, угрожая убийством, заставив его рыть себе могилу, принуждала Эмиля к даче ложных показаний против крымских татар, которых оккупационная власть обвиняет в терроризме. Этих людей уже больше года держат в СИЗО, но собрать доказательства вины не могут. Говорит, как ты думаешь, приятно сейчас твоей матери будет или нет, мы придем с обыском. Как она на это отреагирует? Ехав в поле, мне начали задавать вопросы, копал ли ты когда-нибудь в жизни яму? И я сказал нет, они, сейчас будет у тебя возможность. Вывезли в поле от трассы километра 3-4, там было какое-то заброшенное здание, якобы подвал какой-то. И говорили, вот ты же хотел адвоката, мы тебе сейчас его предоставим. 3 года жизни в обстановке террора и страха, сотни обысков, десятки задержанных и пропавших без вести крымских татар. Репрессии против коренного народа Крыма усиливаются день за днем.
Крымским управлением ФСБ с первых дней оккупации полуострова руководит Виктор Палагин, который отдал под суд сотни ни в чем не повинных людей в Башкортостане и Дагестане. Они поясняют тем, что на сегодняшний день в российском обществе, в Крыму, крымские татары являются раковой опухолью, которую просто-напросто надо, как говорится, хирургическим путем ее вырезать. И она мешает развитию российского общества в Крыму. Если этот фильм смотрят спецслужбы России, они понимают, что тех людей, которых они завербовали, мы здесь точно таким же образом на самом деле как бы видим. Поэтому все вот эти вот ваши усилия, они тщетны, потому что эти люди в любом случае возвращаются и нам говорят о том, что с ними на самом деле вы делаете. В Крыму для подавления сопротивления оккупантам Палагин использует местных изменников. На тех кадрах мы видим сотрудников ФСБ, это предатели с числа сотрудников СБУ, Владимир Шевченко и Артур Шамбазов. Это люди, которые изменили свои присяги и перешли на сторону ФСБ. Аресты, которые производились в Севастополе, и когда наших граждан обвинялись в причастности к экстремистской организации Хизбут Тахрир, в этом непосредственно участвовал бывший сотрудник СБУ Кожемяк Александр. Более того, этот сотрудник участвует уже в судебных заседаниях в качестве свидетеля. Обыск, который производился сотрудниками ФСБ 26 января 2015 года, там мы отмечаем, что бывший сотрудник СБУ Киндюшенко. Допустим, посмотрим на видео обыска, которые производили сотрудники ФСБ 11 февраля 2016 года в Бахчисарае. Мы там отмечаем бывших сотрудников СБУ Боднара, Каргина, Максимова. Аналогичное видео в тот же день, скажем, где обыск производился в Алуште, мы отмечаем бывшего следователя СБУ Голышева, который участвует в этих обысках. Но использованные предатели больше никому не нужны. За 3 года тысячи изменников Родины уволены из российских спецслужб и оккупационных органов власти. А в Украине против них открыты уголовные производства по обвинению в дезертирстве и госизмене. Для этого создаются нетерпимые им определенные условия службы, предлагают служить в разных регионах Российской Федерации. Вообще отношение как к людям другого сорта. Поэтому, да, предателей не ценят. Понятия «закон» и «Россия» несовместимы. Понятие «право», «справедливость», «честь» — это не о российских спецслужбах. Сегодня каждый житель Крыма может стать жертвой политических репрессий или вербовки со стороны ФСБ. Иногда кажется, что выхода нет, но он есть всегда. Это кажется, что у человека нет выхода, когда происходят сложные времена. Это кажется. Выход есть всегда. Честный человек должен просто не идти, остаться честным человеком. Все. И у тебя это самый лучший выход для тебя, потому что если ты это сделал бесчестно что-то, ты все равно будешь мучиться. Я не говорю про то, что человек святой становится после этого. Нет. Человек просто себя лучше чувствует всегда. Что бы вам ни делали, что бы вам ни говорили, что бы вам там не пытались предложить, вы просто думайте. Если вы молодой человек, просто посоветуйтесь с родителями. Просто даже если вы что-то написали, и вас на границе заставили написать что-то, скажите нам. Конечно, мы понимаем, что крымских татар хотят просто-напросто там запугать, задавить. Но я хочу еще раз сказать, что мы не рабы. Не на тех вы, ребята, как говорится, напали. Крымско-татарский народ, наш народ, не запугать. Нас просто невозможно напугать. Все. Вы только заставляете вас больше ненавидеть. Вот и все.